Такого травостоя не было давно, отмечают сельчане. В этом году на покосы вышли 3 звеньями с 19 июля. Работали споры, но буквально через несколько дней прервались из-за затяжных дождей. 3 звена, все вместе 409 гектар. В сегодняшний день мы 90 гектар скосили, но убрать мы убрали всего 60 тонн, то, что вот не дает. Кормами предстоит обеспечить около 1000 голов. Из них только дойного почти 500, отмечает руководитель кладовой, а значит на счету каждый день. Составили технологическую карту, и по утвержденной этой карте у нас получается 3000 тонн мы планируем заложить силоса, 680 тонн сенажа, и планируем сено где-то порядка 8. План по заготовке планируют выполнить. Возможно, получится предложить излишки тем, у кого сложности. На сегодня подана заявка в адрес Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики в части организации мобильных бригад. У нас ежегодно 4 хозяйства выезжают на отдаленные участки для сенокошения. Это у нас и Солянский наслег выезжает, Улахамункунский, Кетчинский и Жархатский национальные наслега. С учетом этого, я думаю, мы должны обеспечить себя полностью своими кормами. Ну и также, в принципе, готовы также отрабатывать и с другими районами в части реализации либо сочных, либо грубых кормов. Но это в рабочем порядке. Будем смотреть и ориентироваться на погоду, которая будет в августе месяце. Покосы у кладовки на островах. Продукты и все необходимое было завезено своевременно. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск.